Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши просмотры, за вашу поддержку. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что станет для вас большой неожиданностью? Смотреть я буду на 20 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что же станет для вас большой неожиданностью. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Много событий вышло, но давайте пойдем по порядку. Начнем с корня рисунка. В корне рисунка женщина такая, знаете, худенькая, либо младше вас по возрасту, тянет к вам обе ручки. Женщине этой очень понадобится либо ваша помощь, либо ваш совет, либо ваше участие. При этом эта женщина, возможно, как-то с вами дистанцию держала. Может быть, даже какое-то небольшое напряжение между вами чувствовалось. Такая, знаете, задавака. Да? Задавака. Самомнение, там, корона на голове. А тут, видите, как припечет, так к вам и прибежит. Прибежит. И будет такая учтивая, и будет такая добрая. И прям, знаете, 1001 слово хорошее придумает. Вот будет нуждаться в вас, нуждаться. И знаете, и вы почувствуете, что она целиком и полностью от вас зависит. И почувствуете, что ее жизнь, да, либо ее судьба именно в ваших руках. Знаете, такой момент, когда восторжествует справедливость, когда все станет на свои места. Может быть, она обидела вас в прошлом. Либо ее поступки, ее отношения у вас постоянно обижала. А видите, как придется, да? Прибежит и кланяться будет перед вами. И просить, и умолять. Вот так вот. Будете, конечно, очень удивлены и будете довольны. Довольны, что все стало на свои места, что воцарила справедливость. Так, в следующем моменте. У вас в руках что-то прям такое большое, крупное, похоже на какой-то кубок, не знаю, вымпел, что-то прям как знак, отличающий вас от других. У одних из вас отыграется как внеочередная премия, у других отыграется как какой-то значимый подарок, у третьих может быть какая-то действительно грамота, почетная грамота, может быть даже как кто-то выразит свою признательность в ваш адрес. С левой стороны вы держите в правой руке, то есть это честно заработанное, честно заслуженное, и прям довольны будете. Вас тут будут поздравлять, вам тут будут хорошие слова говорить, и это стимул для вас. Да, стимул, либо как поощрение, что вот все правильно делаю, да, все хорошие мои дела, поступки, они не проходят мимо, да, люди это видят, отмечают, замечают, все мои достижения, все мои результаты, они вот обретают эту материальную форму, да, которую можно в руках подержать, либо денежную, да, денежку, премию вы получите, какие-то проценты, выплаты, начисления, но вы как бы не ждете, а вам раз и дали. И вы думаете, ой, как хорошо, ой, как сладенько, ой, как прекрасно. И похвалят, конечно же, похвалят. И сами собой гордиться будете. Хороший момент, очень. Так, с правой стороны очень, давайте так, мягко скажем, очень какая-то ситуация такая острая, скользкая, я бы даже сказала. Немножечко даже как опасностью пахнет. Но это не у всех. Смотрите, где-то вы очутитесь, окажетесь, а может быть все будет как обычно, знаете, банально, стандартно, знакомо. Но здесь то ли человек какой-то оголделый, то ли люди, которые там выясняют отношения, дерутся, бьются. Может быть даже у кого-то отыграется, как что-то ломается. Вот бывают ситуации, когда
человек проходит через опасность и невредимый, да, либо человек сталкивается с какой-то проблемой, и она его не касается. Вот и у вас подобная ситуация. То есть на ваших глазах что-то может происходить, вокруг вас что-то может происходить, и даже близко к вам может что-то происходить. Но вас это не коснется, вас это не заденет. Вы как очевидец, да? Вы как очевидец. Вас очень удивит, что вы как сухой выходите из воды. Вас очень удивит, что вас это не затронуло. Прям так и будете сами считать, что вы родились в рубашке. Или кто-то вам скажет, а ты в рубашке родилась, да, в рубашке. Ну, я так скажу, ситуация напряженная, да, приятно не будет. Может быть, даже напугаетесь немножко. Но плохого именно с вами, для вас ничего не произойдет. Вот как говорят, отделался легким испугом. Ребятки, это жизнь. В жизни не только хорошее, да, но, к сожалению, и плохое бывает. А у некоторых и даже трагичное. В вашем случае это как вот мимо пронеслось. Да? Мимо пронеслось, и вы такая, не успели испугаться. Да? Все закончилось. Долго будете потом это с кем-то обсуждать, об этом будете говорить. И для вас это будет даже в какой-то степени как чудо. Чудо, да, что вот не задело, пронесло, мимо прошло. Да? Вот в таком ключе. Может быть, даже вы на фоне этих событий, либо этого события, даже немножечко пересмотрите свое отношение к жизни, к принятию страхов, к принятию жизненных событий, ситуаций. Да, попроще будете относиться, попроще. Ничего плохого, еще раз повторюсь, с вами не будет, но что-то будет происходить на ваших глазах, либо совсем рядом с вами. Вам бояться нечего. Нечего. Считайте, что вы действительно в рубашке, либо под таким огромным зонтиком. Да? Все хорошо здесь. Так, дальше. Вас очень удивит какой-то маршрут, какая-то дорога, либо какие-то поездки у вас начнутся. Но вы все разные, у каждого по-своему. Кто-то поедет из одного пункта в другой пункт, а кто-то начнет постоянно ездить с одного места на другое место, да, вот какие-то поездки. Может быть, вы никуда особо не выходите, никуда особо не ездите, вы заядлый домосед, домоседка, а тут, такая активность. Активность, знаете, днем ушла, вечером пришла, да, либо туда съездила, сюда съездила. В разных местах побывала, да, либо побывал. Но будет очень интересно. Будет очень интересно. И даже будет такая мысль, а почему я раньше этого не делала? Да, что же я столько времени просидела в 4 стенах? То есть жизнь обретает краски, жизнь обретает смысл, жизнь обретает какой-то вкус и интерес. Хорошее событие. Ну, кто-то на работу выйдет, а кто-то найдет увлечение по душе, а кто-то, может, в принципе, для себя что-то новое откроет. Да? Ну, куда-то будете ходить и ездить. Хорошие дороги, хорошие. Они вам пользу несут. Вот пользу, какая-то польза еще от этого идет вам. Так, левая сторона. С левой стороны... Ну, с левой стороны знакомая картинка, я уже это видела, причем недавно. Здесь какие-то люди, как семья, либо пара, либо они, может, там, в дружеских отношениях, семейно-дружеских, так назовем. Люди очень нечестные, очень такие, знаете, наживу любят, наживиться, на ком-то наживиться. Вот как такие паразиты, которые паразитируют на теле Земли. Ничем не гребуют, ничего не боятся, нет на них ни управы, ни закона, ничего, ни совести, ни стыда, ничего у них нет. Люди очень на этом деле заработали хорошо, да, живут неплохо, может быть, даже, знаете, как, и очень хорошо живут, как говорят, в шоколаде катаются. Люди, которые многим жизнь могли попортить, люди, которые могли и вам какой-то вред причинить, да, ну вот, как большая такая несправедливость в жизни происходила. И эти люди, они как неприкасаемые были. Вот они ничего не боялись, с ними никогда ничего не происходило, у них там все схвачено, сговорено, договорено. И, в общем, жили, творили, и беды себе не знали. Вот именно к этим людям придет рука закона и прям схватит их за горло, да так крепко, что продышаться не смогут. Значит, какой-то громкий скандал, какие-то разборки, аресты, обвинения, лишения, бедствия, в конце концов, падут на голову этих людей. Возможно, вы
между вами и этими людьми достаточно большое пространство, да, то есть как бы там социальная разница, там, уровень жизни и прочее, прочее. Может быть, это прям совсем с вами рядом и к вам как-то относится. Ну, по-всякому может отыграться. Во-первых, для вас будет большой неожиданностью, что именно таких вот неприкасаемых наконец-таки хорошенечко потрусили. И еще, здесь даже какой-то восторг от того, что все-таки справедливость есть, от того, что закон работает, от того, что даже вот таким заядлым жуликам, ворам все равно приходится отвечать. Да? И люди не только отвечают, но еще и наказание несут, причем достаточно значительное. Вот. Опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Может, даже это какие-то люди, которые, там, не знаю, властимущие в правительстве. Может быть, это ваши начальники на работе, может быть, это ваши какие-то родственники. Да? У каждого по-своему отыграется. Но плохих людей накажут. Накажут и, скорее всего, еще и лишат всего того, что они там нажили, награбили, не знаю, присвоили. Громко. Будет громко, и это будет резонанс, и об этом люди долго будут говорить, и вы об этом будете долго говорить и думать. Ну вот, как-то так, да, неприкасаемых не существует. Так, дальше. Что для вас станет большой неожиданностью? Здесь какой-то мужчина вышел. Мужчина, которого вы хорошо знаете. Очень хорошо знаете. Причем мужчина себя зарекомендовал только лишь с положительной стороны. Знаете, такой порядочный, домосед, семейный, ответственный, может там не пьющий, не гуляющий. Ну, такой хороший мужчина, да, вот внешне посмотришь, скажешь, ну, прям, да, стоящий экземпляр. Вот этот мужчина, девочка, к вам начнет приставать. Приставать, и прям, я вижу, что он цепляется за вашу юбку, и вот прям говорит, вот люблю, не могу, вот хотите режьте, хотите бейте, хотите колите, вот столько лет тебя люблю, и только тебя одну люблю. Вы просто ахнете. Такое состояние, а что мне с этим делать-то? Что мне делать с твоей любовью? Мы там дружим, может быть, даже в какой-то связи родственной состоите, может, даже кум ваш, да? Ну, у кого-то и так отыграется. Но это ужас, это будет ужас, и это будет большим-большим потрясением на самом деле для вас. С одной стороны, приятно, конечно, что кто-то любит, а с другой стороны, господи, а как с этим жить, да, и что мне делать? Значит, девочки, не обижайте этого мужчину. У него действительно как планочка слетела, может какое-то перенапряжение, может быть еще что. Вот вы постарайтесь с ним поговорить, причем вежливо, деликатно. И лучше договоритесь быть друзьями, лучше договоритесь оставить все как есть. Ну, если вдруг вам этот мужчина тоже симпатичен, и вы не видите преград на то, чтобы с ним создать отношения, здесь, конечно, я хочу вас предупредить, что там с той, с другой стороны женщина будет за него драться. Вот. Если вы готовы к борьбе, такой, знаете, не на жизнь, а на смерть, ну, как говорится, welcome. Если вы понимаете, что оно того не стоит, лучше 10 раз подумайте. Вот такой момент есть. Но то, что он вам признается, то, что он откроется перед вами, это 100%. Прям падает перед вами на колени, падает, да, хватает вашу юбку, начинает вот клясться, признаваться. Такие слова вам будут говорить. Вам такие слова никто не говорил. Никто. И опять же, да, столько лет вы его знаете. Причем он у вас действительно на очень таком хорошем счету. И тут на тебе такое любовь. Любовь, да. Так, еще что станет для вас большой неожиданностью? Деньги, которые вы получите. Деньги. Я не могу сказать, от кого вы их получите, но тут именно человеческая рука вам передает. То есть из рук в руки вы получите. Вот кто-то придет и даст вам определенную сумму денег, которую вы вовсе не ждете, на которую вы совсем не рассчитываете, но тем не менее это будет очень-очень приятно. Может быть, вы нуждаетесь в какой-то сумме, кто-то узнал, что вам нужны деньги, да, кто-то из ваших знакомых, либо из ваших родственников. Ну, люди придут и принесут, принесут, дадут. А может быть, это какая-то помощь вам будет выделена на работе, может быть, от государства, да, но у каждого по-своему отыграется. Но это будет тоже очень приятно. Очень и очень для вас приятно. Неожиданно и очень приятно. Так, дальше. Какое-то знакомство идет. Знакомство, оно совершенно комичное, случайное, но просто на улице. Просто на улице. Может быть, в магазине, может быть, в парке.
да, в подъезде даже может быть, понимаете? Вот с каким-то вы интересным человеком познакомитесь. Сразу хочу сказать, это не про любовь, это именно про человеческие взаимоотношения. Да, случайно, там, слово за слово. Так, перекиньтесь пару словами, начнете какую-то общую тему поднимать и поймете, что у вас с этим человеком много общего. Ну, допустим, вы же когда-то жили в одном месте, может быть, даже в одной школе учились, может быть, одним делом занимались. Будет очень приятно. И я вижу, что с этим человеком у вас, ну, вот прям налаживаются такие связи, очень плотные связи. Не могу сказать, что дружеского характера, но скорее как взаимовыгодного характера. То есть человек может что-то для вас делать, помочь, выручить, и что-то вы можете для этого человека сделать. Ну, прям в руку, да, знакомство в руку вам идет. Ну, хороший момент, очень хороший момент. Так что не пренебрегайте знакомиться с людьми просто на улице. Иногда из этого выходят просто замечательные шедевральные вещи. Так, дальше. Птичка такая классная к вам летит. Она небольшая, но она прям такая, знаете, уверенная в себе птичка. Здесь какие-то положительные новости, либо положительный утвердительный ответ для вас. Может быть, вы куда-то обращались, может быть, вы ждете, ну, допустим, какого-то приема, вызова, рассмотрения, может быть, какого-то вашего вопроса, дела. Вот прилетит эта птичка, прилетит и так и скажет: да, да, мы одобрили, мы приняли, мы согласны, так и будет. Да, вот хороший ответ получите. Знаете, в чем еще интерес? Неожиданность будет в том, что эта птичка очень быстро прилетит. Ну, буквально вы там утром документы подали, и тут же в обед вам уже эта птичка прилетела. Вы аж прям немножко испугаетесь, скажете: ой, как быстро все происходит. Но это хороший момент, очень хороший. Так, еще. У кого есть дети? У кого есть дети, причем здесь возраст не важен, для вас большой неожиданностью станет, что ваш ребенок умеет выражать свои, ну давайте так, выражать свои эмоции. Возможно, кто-то нажалуется на вашего ребенка, что ребенок употребляет нецензурную брань, что ребенок имеет собственное мнение, что ваш ребенок там такой-сякой, пятое, десятое. Вы-то своего ребенка видите милым мальчиком, либо милой девочкой, а кажется, что ваш ребенок наследует, например, ваш характер, либо характер вашего мужа. То есть ребенок может за себя постоять, ребенок может отстоять свое мнение. Это хороший момент на самом деле. А те, кто жалуются, они просто сознаются в своей некомпетентности. Понимаете, особенно если это преподаватели и педагоги. Ругать, хвалить – это уже дело ваше. Но то, что это будет неожиданно, это точно. Так, еще выходит какое-то кресло пустое. Ну, смотрите, опять же, с учетом того, что вы все разные. Пустое кресло. То есть человек с него встал, как говорится, и вышел. Может освободиться хорошая вакансия, да, хорошее место. Если вы вот работаете на каком-то предприятии, может, в офисе работаете, да, вакантное место. Может быть, начальник у вас самодура, да, человек уходит по разным причинам, да, вот освобождается его место. Просто встал и вышел. Может быть, это какой-то чиновник, который тут всем мешал дышать, жить. Да, вот встал и вышел. То есть свободное место появляется. Я вижу, что это как положительный момент. Либо у вас возможность занять это место, либо неприятный человек просто, да, теряет свои полномочия, и в этот момент, пока место пусто, да, можно какие-то свои вопросы в обход порешать. Вот. Неожиданно это случится. Вот прям узнаете, аж не поверите, что так оно вот произошло. Ну, вы должны воспользоваться этим моментом. Либо подать свою кандидатуру на это место, либо решить какие-то свои вопросы, воспользовавшись тем, что вот противный человек отсутствует. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.